Детский лагерь «Гренада» готов к приему 220 детей. На днях откроется первая смена. Но с такой погодой оздоровиться вряд ли получится. Все-таки отдых на море – то, что нужно летом северным детям. У региона появится больше возможностей, если поддержит федеральный бюджет. Уже второй год республика не получает дополнительных средств на детскую оздоровительную кампанию. Тем временем растет стоимость самих путевок. Проезд до лагеря – еще одна статья расходов. Как этот вопрос можно порешать, чтобы компенсировать дорогу и организацию летнего отдыха для детей, проживающих в крайних северах? Все-таки мы находимся не в равных условиях с субъектами федерации, которые, значит, в средней полосе, юга, там гораздо легче и дешевле летний отдых. Мы посмотрели все-таки по путевкам, это тоже не для каждой семьи на сегодняшний день реально заплатить, а если у тебя 2 или 3 детей. Поэтому так как для наших детей сегодня не только нужно купить путевку, но еще оплатить проезд туда и обратно, то мы считаем, что для северных территорий тоже федеральный бюджет должен об этом позаботиться. Республика в пятерке лидеров России по трудоустройству подростков летом. Сразу 9 тысяч ребят. Дети в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете – это главные претенденты на рабочие места. И только в Сыктывкаре их недостаточно. Здесь проживает треть всего населения Коми. Производственных предприятий немного, а с повышением МРОТа подростков, желающих подзаработать, стало больше. И управление образования, и в этом году управление физкультуры, спорта и культуры дают дополнительные рабочие места на лето, на то время, пока выходят в отпуск основные работники. И мы вот в настоящее время только дополнительно, уже по сравнению к прошлому году, изыскали 300 мест для трудоустройства несовершеннолетних. Но этого до сих пор мало. Но проблема еще и в другом. Всего лишь треть рабочих мест предоставляет бизнес, и только крупный. Муниципалитеты тратят на трудоустройство несовершеннолетних немалые суммы. Участники встречи предложили ввести стимулирующие льготы для среднего предпринимательства. Например, налоговые для тех, кто берет на летнюю подработку подростков. Но и работа, и лагерь – это не на все лето. Главный вопрос встречи – чем занять детей в остальное время. По походам, да. У меня были отцы, которые пытались сами организовать походы, экскурсии, и когда они сталкивались с перечнем, они сказали: нет, мы это делать не будем. Сегодня мы закрываем школы, сегодня мы организуем лагеря, сегодня у нас 50%, ну, грубо так говоря, детей все равно будут оставаться без присмотра, и вся тяжесть ляжет вот опять на МВД, который будет там ходить, штрафовать и так далее, и так далее. Учреждения культуры и спорта во всех муниципалитетах разработали программу для летнего досуга детей. Как отдельное направление – дворовый спорт. Ближайшее событие – турнир по футболу между дворовыми командами. Уже заявилось 18 команд. Мы планируем, что будет их более 50. То есть, причем регистрация открытая, проводится на сайте Федерации футбола Республики Коми. И дети вот так очень активно, да, то есть регистрируются и хотят принять участие. Ну, придумали интересный мультиформат, придумали хорошие такие интересные призы. Но еще и не все дворы приспособлены для массового детского отдыха. В 2017 году реализованы 14 народных проектов. На этот год намечены еще 7. Это спортивные площадки, тренажеры. На каждый выделяется до 300 тысяч рублей из регионального бюджета. Ольга Коняева, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.